Каждый из нас по-своему переживает нынешние события. Люди в абсолютно одинаковых внешних обстоятельствах переносят их не одинаково. Так в чем же секрет успеха тех, кто в ситуации сильнейшего стресса, вне зависимости от внешних обстоятельств, может не поддаваться панике и сохранять устойчивость? Как в ситуации максимальной неопределенности можно сохранять спокойствие? Как принимать реальность такой, какая она есть в настоящий момент, не в позиции бессильной жертвы внешних обстоятельств, а будучи человеком сильным, свободным и что-то все же контролирующим? Больше повезло тем, кто сумел избавиться от лишних иллюзий относительно своего какого-то всемогущества, что они какие-то особенные, и им уготована какая-то особенная судьба, где все беды обойдут их стороной. Спокойствие свойственно тем, кто давно уяснил для себя, что живет в небезопасном мире, не поддающемся нашему контролю, и более устойчиво те, кто, увлекаясь философией, может быть, религией, психологией, вследствие какого-то собственного уникального жизненного опыта, научился доверять себе, своей интуиции и фиксироваться лишь на том, что в зоне их контроля. Начиная от погоды, поведения других людей, большинства внешних обстоятельств и даже наше собственное тело и здоровье мы не можем контролировать. Понимая все свое бессилие, вновь сильными люди ощущают себя в тот самый момент, когда решают, что внешние обстоятельства, события не так уж важны. Каждое внешнее событие, не поддающееся нашему контролю, оставляет нам выбор, как реагировать на данное событие. Причина тревоги, внутреннего беспокойства, эмоциональных страданий зачастую находится в желании получить то, что вне нашего контроля. И тут вспоминаются слова, известные многим молитвы. Она, кстати, никак не противоречит тому, о чем говорят философы и психологи. Звучит она так: «О Всевышний, дай мне спокойствие принять то, чего я не могу изменить. Дай мне мужество изменить то, что я могу изменить. И дай мне мудрость отличить одно от другого». Уточню, имеется в виду вовсе не пассивная жертвенная позиция человека, полагающегося только на Всевышнего, на удачу или на волю судьбы. Наоборот, это активная жизненная позиция ответственного человека, задающегося вопросом, что конкретно он может сделать прямо сейчас, чтобы улучшить свое положение. Пусть это будет даже маленький шаг, усилие или действие, оно уже даст сигнал мозгу, что этот человек что-то может предпринять. Что-то может контролировать, хотя бы свои собственные действия. И это существенно снижает тревожность. Допустим, это выбор человека отвечать себе на вопрос не за что мне это, а для чего мне это. И это уже звучит как вызов, как испытание для личности. Точно зная, кто вы и каким человеком хотите оставаться, воплощая, какие ценности вам важно жить, вы найдете выход из любой жизненной ситуации. Вам всегда будет чем заняться и какие ставить себе цели. И тут вспомним слова Виктора Франкла. Все можно забрать у человека, кроме одного – последней его свободы, самому выбирать, как ему относиться к любым обстоятельствам. Но если сейчас вы чувствуете себя относительно в безопасности и понимаете, что вам можно ожидать всего и готовиться ко всему, в таком случае специалисты рекомендуют использовать любую возможность, чтобы прокачивать свою психологическую мышцу стрессоустойчивость, создавать себе так называемый добровольный дискомфорт или эустресс, то есть благоприятный стресс. Это один из способов повышения стрессоустойчивости. Благоприятный стресс должен повысить пределы возможностей нашего организма. Но такой стресс должен быть обязательно непродолжительным, чтобы не перейти в хронический, он должен быть контролируемый и завершаться расслаблением и положительными эмоциями. Какие есть варианты? Для развития выносливости и самоконтроля отличный вариант, известный многим нам, мусульманский пост. Мусульманский пост – это когда начинаешь ценить даже воду и учишься обходиться малым. Еще есть техника, когда вы откладываете беспокойство на более поздний срок. Допустим, сейчас я буду занята тем-то и тем-то, но сегодня в 19:00 я как начну переживать по такому-то поводу, и час буду сидеть, переживать и плакать. Каким бы странным способ ни выглядел, но его эффективность доказана в работе с тревожными пациентами опытным путем.
Ну и напоследок, напомню, что в условиях постоянного сильного стресса не забывайте соблюдать ритуалы, приносящие вам облегчение, удовольствие. Для кого-то это может быть ежедневная утренняя чашка кофе. Для кого-то дела по дому, теплица, садоводство. Для кого-то чтение книг перед сном или пение, декламация стихов и даже компьютерные игры существенно помогают снизить стрессовое напряжение. К тому же замечательно, если у вас есть место, где вам периодически можно без свидетелей выплеснуть отрицательные эмоции, выплакаться и выкричаться. Если такого места нет, заведите дневник состояний, эмоций и сновидений. И самое главное, всячески избегайте одиночества. Будьте с теми, кто может вас любым способом поддержать и кому вы можете ответить взаимностью. Это могут быть как родные, друзья, так и группы эмоциональной поддержки. Присоединяйтесь к волонтерским движениям. Берегите себя и своих близких.